Для Тувы этот год стал самым значимым в сфере спортивных соревнований. Республика достойно встретила гостей со всей страны по случаю всероссийских соревнований по спортивной борьбе. В столице прошли соревнования по тайскому боксу, которые в Туве начали возрождать только с 2020 года. Несмотря на столь короткий период, нашим спортсменам удалось еще тогда завоевать 4 золота. Совсем недавно 16-летняя Алдынцай Эргит привезла золото с мировых соревнований. Вчера ее и тренера Аяна Хувалыга встретили родные и близкие у горы Бом. Первенство мира по тайскому боксу проходило с 9 по 20 августа в столице Малайзии Куала-Лумпур. Делегацию из Тувы представляла только одна спортсменка. В боях ей предстояло встретиться с опытными соперницами. 2 тура, первый из которых с чистой победой. В финальной встрече боя в 8 конечностей ей предстояло сразиться с тайской спортсменкой. Первый тур, к сожалению, проиграла. Собравшись с духом, вспомнив молитвы матери, веру тренеров и учителей, она взяла 2 следующих решающих боя и получила заветную медаль. Я знала, что получу победу, потому что моя мама во мне не сомневалась. Тренер мне доверял и поддерживал. Кроме них за моей спиной была вся Тува. Я не могла подвести их доверие. И поэтому повторяла себе: «Алдынцай, ты сможешь». В семье Алдынцай старшая дочь. Есть еще 2 младшие сестры – Олимпия и Чинара. Все 3 сестры занимаются с малых лет кикбоксингом. Казалось бы, совсем не девичье увлечение, но их мама Айдасма Эргит всегда поддерживает и помогает им развиваться во всех начинаниях. О первых минутах победы своей дочери вспоминает со слезами счастья. Услышав о победе, я заплакала от счастья, ведь получить победу в таком большом конкурсе и не радоваться этому было бы странно. Я выражаю огромную благодарность всем, кто помогал, в особенности нашим тренерам. Алдынцай всегда принимала участие в различных турнирах и занимала первые места во всероссийских соревнованиях по кикбоксингу. Сборы на юношеское первенство мира по тайскому боксу «Муай-тай» начались сравнительно недавно, в связи с чем были некоторые проблемы с перелетом на место соревнований. И Сарлар Айдын Николаевич нам помог, и глава нашей республики тоже Хувалык, Вячеслав Таристович помог, и Министерство спорта Республики Тува помогли, в общем, все помогли. И билеты купили, через Монголию улетели. Как утверждает главный тренер по тайскому боксу Миргенол Мунгуш, для тувинцев это самый подходящий вид спорта. Несмотря на всю его жестокость, тайский бокс воспитывает в человеке терпимость. Это вид спорта, нам очень подходит. Буддийская тоже, религия тоже это. И мы учим ребятам вообще, как надо, вот это буддийский, вот эти вместе ломой, мы вместе воспитываем тоже детей. Связь между буддизмом и таиландским боксом прослеживается во многих ритуалах и обычаях. Так, например, существует мнение, что обычай тайских боксеров носить ритуальную головную повязку монгкон имеет непосредственное отношение к буддизму. Кроме укрепления тела и развития физических навыков, тайский бокс позволяет укрепить психику, а также направить излишки энергии и агрессии в нужное русло в тренировочном зале. Алдын Казбуян, Шолпан Мунгуш, Самдан Эргит, Тува 24.